Уважаемые слушатели, прошу вас проставить, пожалуйста, в чате плюсики, если меня видно, слышно и на экране у вас отображается презентация. Так, все, значит, все настроено, все хорошо. Так, ну давайте начнем. Я представлюсь. Меня зовут Черных Кристина Ивановна. Я являюсь социальным педагогом детского дома номер 3 города Сыктывкара. Сегодняшняя моя тема будет посвящена шалости, проступкам и преступлениям, а также мерам ответственности родителей за преступления, которые совершаются несовершеннолетними детьми. Начну, пожалуй, с самого главного, что ответственность родителей, она за несовершеннолетних детей наступает с момента их рождения и действует до 18 лет или эмансипации. Согласно положениям Конвенции о правах ребенка, именно старшее поколение несет свою основную ответственность за воспитание и содержание своих наследников. Мировое законодательство обязывает обеспечить молодое, скажем так, поколение материальными и моральными условиями для полноценной жизни и развития наших детей. В российском законодательстве права и обязанности попечителей, законных представителей, родителей закреплены в статье 61 Семейного кодекса. В данной статье регламентируется равноправие отца и матери при воспитании. Следует отметить, что законодатель уточняет равенство вообще правомочий и обязательств независимо от того, с кем проживает малолетний. Оба родителя должны полноценно участвовать в его жизни, в его развитии. И уклонение от данных обязанностей без уважительных причин, конечно же, является нарушением прав ребенка. Моральное и социальное развитие малолетних зависит, конечно же, от поведения взрослых. Важно отметить, что халатное отношение к воспитательному процессу приводит и к подростковой преступности. Недобросовестное исполнение обязанностей может негативно отразиться и на самих родителей. Отвечать ведь за детские проступки, а также возмещать причиненный ущерб, который явился, скажем так, результатом следствия правонарушения или преступления, приходится попечителям, родителям, или иным законным представителям. Статья 63 Семейного кодекса Российской Федерации объединяет вообще несколько понятий в термин воспитания. Что это такое? Конечно, это содействие физическому развитию ребенка. Это забота о психическом, моральном и нравственном развитии личности ребенка. И, конечно же, это обеспечение надлежащего уровня образования. То есть все родители обязаны предоставить, обеспечить ребенку получение им общего образования. Ответственность родителей, попечителей, опекунов наступает при систематическом, скажем так, уклонении данных граждан от родительских или опекунских обязанностей. Основаниями для наступления ответственности родителей являются прежде всего это ненадлежащее выполнение своих обязанностей, злоупотребление родительскими правами, и умышленное совершение деяний, которые могли нанести физический или психологический вред несовершеннолетнему. Что же такое ненадлежащее выполнение? Это халатное отношение по отношению к здоровью ребенка, поощрение каких-либо его хулиганских действий. Также сюда можно включить игнорирование школьных собраний, когда родители целенаправленно, осознанно просто пропускают мимо себя и не посещают школьное собрание, если у ребенка у них есть какие-то проблемы. Примером злоупотребления своими правами является также и сокрытие мест нахождения несовершеннолетнего, например, от второго родителя, его похищение. Психологический и физический ущерб могут также наносить физические наказания, аморальное поведение взрослых. И, конечно же, уклонение от обязательств по обеспечению, обучению, воспитанию детей грозит
попечителям, родителям наказанием по административному и уголовному, скажем так, законодательству нашей стране. Наказание за данное нарушение будут родители нести в зависимости от обстоятельств. Да? Они могут быть и применены по отношению к родителям в виде административного штрафа, но и также лишения свободы. Важно отметить, что отсутствие, да, родительского внимания, вседозволенность, распущенность, конечно же, приводят к совершению детьми неосознанных поступков и реальных преступлений. Поэтому в подростковом возрасте, конечно, безусловно, каждый родитель, наверное, и себя вспоминает, да, в подростковом возрасте, знает, что подростки могут, да, им свойственно заблуждаться. Но порой, конечно, ошибки рознь, скажем так. Что молодому человеку нужно знать об ответственности за свои поступки и как не оказаться, да, в дальнейшем в ситуации «я не хотел, я не думал». Часто бывает так, что ребенок совершает, да, что-то неосознанно в эмоциональном порыве или пойдя у кого-то из сверстников на поводу. И потом искренне удивляется, да, как это могло с ним получиться. Не всегда дети могут четко описать свой поступок, да, или как-то его вообще классифицировать. Между тем, в социальной педагогике существуют четкие определения тех действий ребенка, которые нарушают разного рода правила. Ну, шалость, да, что это такое? Это поступок ради забавы, веселая проказа, проделка. В качестве примера можно привести, когда девочка, да, или мальчик забрали, там, скажем, тетрадку или ручку соседа по партии, спрятали ее, да. Понятно, что это не будет являться каким-то правонарушением или преступлением, это просто такой вид шалости, да. Проступок – это действие либо бездействие, которое посягает на установленные нормативными правовыми актами общественные отношения, которая отличается небольшой общественной опасностью. Ну, в качестве примера можно, конечно, здесь привести, когда подростки распивают, например, в кинотеатре спиртные напитки, да, и выражаются нецензурной бранью. Злонамеренный поступок, что это такое? Умышленное причинение вреда людям или окружающей среде. В качестве примера можно привести, когда ученики, да, демонстративно срывают расписание уроков, скажем, в школе. Преступление – это виновное, общественно опасное деяние, которое запрещено Уголовным кодексом, да, Российской Федерации под угрозой наказания, за которое подростка привлекают к уголовной ответственности. В качестве примера можно привести, например, подросток, да, позвонил ради шутки в полицию и сообщил о том, что в школе заложена бомба. Вообще следует отметить, что закон определяет ответственность родителей за противоправные деяния их несовершеннолетних детей. Появление детей влечет не только, да, новые права, но и, конечно же, обязательства. Родители ответственны не только за моральное воспитание, да, как я вам уже говорила. Ну и, конечно же, их задачи вырастить вообще достойных граждан, да, наследников, обеспечить благополучные условия для жизни, роста и развития личности ребенка. И получается, если ребенок нарушает общественный порядок, совершает неправомерные действия, да, в отношении других лиц или чужого имущества, за подобные действия отвечать, конечно же, будут представители несовершеннолетнего. И в зависимости от тяжести совершенного правонарушения применяется ответственность, как я уже указывала ранее, в соответствии с уголовным, гражданским и административными кодексами Российской Федерации. Вообще существует 4 вида юридической ответственности. Это уголовная, административная, дисциплинарная и гражданско-правовая.
Уголовная ответственность. Это ответственность за совершение деяния, которое содержит все признаки состава преступления, который предусмотрен Уголовным кодексом Российской Федерации. Что такое преступление? Это всегда виновное, совершенное общественно опасное деяние. Ну, к ним можно отнести что? Убийство, грабеж, изнасилование, да? По статистике, вообще большая часть подростковых преступлений совершается ребятами из неблагополучных семей. И равная обязанность родителей за воспитание подопечных установлена статьей 61 Семейного кодекса. Нарушение данного положения, конечно же, влечет за собой наказание по статье 156 Уголовного кодекса. Для ее применения в суде должны быть доказаны следующие обстоятельства. То есть родители халатно, да, относились к воспитанию ребенка, в семье поощрялось противозаконное, да, противоправное поведение ребенка. Сами родители вели аморальный, да, и антисоциальный образ жизни. Ребенку был не обеспечен, скажем так, развивающий досуг. Ну и, конечно же, вообще было недостаточное внимание, да, к жизни ребенка со стороны родителей. Поэтому при обнаружении вот данных признаков, да, суд вправе вообще ограничить или лишить родителей родительских прав. Уголовная ответственность родителей за деяния несовершеннолетних детей предусматривает следующие меры наказания. Это штраф до 100 тысяч рублей, это обязательные работы до 440 часов, это исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 3 лет, лишение права заниматься определенными видами деятельности до 5 лет и лишение свободы до 3 лет. Дополнительно на взрослых лежит ответственность за возмещение ущерба, но об этом я более подробно остановлюсь далее. Возмещение ущерба, который был получен в связи с уголовным деянием несовершеннолетнего. Например, при разбое, да, или грабеже, когда несовершеннолетний нанес, да, вред здоровью потерпевшего, родители правонарушителя, конечно же, обязаны будут возместить траты за лечение, а также выплатить моральную компенсацию. Когда же наступает уголовная ответственность? Вообще, в соответствии со статьей 120 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 16 лет. За ряд тяжелых преступлений ответственность наступает уже при достижении ребенком 14 лет. Какие это преступления? Вы видите на экране, да? То есть тяжкие, особо тяжкие. Убийство, умышленное причинение тяжкого, да, и средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, кража, вандализм, ну и заведомо ложное сообщение об акте терроризма. А что будет, если ребенку еще нету 14 лет? Наверное, многие из вас задаются, да, этим вопросом. Одних малолетних преступников, конечно же, помещают по решению суда в Центре временного содержания несовершеннолетних при органах внутренних дел, а других ставят на профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. По статье 61 и 89 Уголовного кодекса несовершеннолетие вообще является смягчающим обстоятельством для вынесения приговора. К малолетним правонарушителям применяются только следующие виды наказаний. Это лишение свободы на определенный срок, ограничение свободы, исправительные работы, обязательные работы, лишение права заниматься определенной деятельностью и штраф. Сроки и размеры наказаний для подростков также особые. Наказание не может превышать 6 лет лишения свободы, а для особо тяжких преступлений, да, срок наказания не может превышать 10 лет лишения свободы. Причем с отбыванием наказания только в воспитательных колониях. Для несовершеннолетних до 16 лет, которые были осуждены впервые, да, за преступление небольшой тяжести, назначается наказание, конечно же, не связанное с лишением свободы. Несовершеннолетний нарушитель может быть освобожден от уголовной ответственности
в связи с длительным раскаянием, да, и по истечению срока давности. А подросток, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, может быть также освобожден от уголовной ответственности, если есть возможность, да, при этом исправить его поведение принудительными мерами воспитания. Что это за меры? Они перечислены в Уголовном кодексе в статье 90, да, они включают в себя ограничение досуга и установление особых требований, да, к поведению несовершеннолетнего, возложение обязанности загладить причиненный вред, передача под надзор родителей, да, или лиц, которые их заменяют, ну и предупреждение. Сроки и размеры наказаний для подростков также особые. Наказание не может превышать 6 лет лишения свободы, а для особо тяжелых преступлений срок наказания не может превышать 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания только в воспитательных колониях, да, о чем я уже в принципе говорила. Перейдем к следующему виду ответственности. Это административная ответственность. Она, конечно, применяется за правонарушения, которые предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях. Да? Административным правонарушением признается противоправное, виновное, да, действие или бездействие физического или юридического лица. К ним можно отнести что? Мелкое хулиганство, появление в общественных местах состояния опьянения, уничтожение или повреждение чужого имущества. Административная ответственность наступает с 16 лет. Подростки отвечают за свои поступки собственным имуществом и заработком, а при отсутствии достатка, да, оплата штрафа получается и компенсаций, которые они должны будут выплатить, конечно же, перекладывается на взрослых, да, на законных представителей этих несовершеннолетних. Административная ответственность за ребят до 16 лет возложена на родителей. Какие же правонарушения, да, к каким правонарушениям малолетних относятся уклонение от учебы, общественно опасные деяния, нарушение правил дорожного движения, мелкое хищение и хулиганство, антисоциальные поступки. Меры наказания за данные виды правонарушений – это штраф, назначается публичное извинение перед потерпевшим или самостоятельное устранение ущерба. Штраф и выплата компенсации могут применяться только к подросткам, которые имеют самостоятельный доход. В случае отсутствия такового материальная и имущественная, да, ответственность возлагается на законных представителей в соответствии с нормами гражданского права. Вообще законодатель проводит параллель между противоправными деяниями, да, и уровнем психического развития, участия взрослых в воспитании. Кодекс об административных правонарушениях регламентирует наказание для родителей и опекунов. Грозит наказание за нарушения, которые связаны с чем? С отсутствием социального воспитания, с надлежащим обеспечением, да, достойного уровня жизни ребенка, с его обучением и, конечно же, с правами и интересами ребенка. Статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает штраф от 100 до 500 рублей в качестве наказания за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Правонарушения, да, они вообще считаются и являются следствием отсутствия хорошего образования, достаточно такого, скажем так, родительского внимания и нравственных каких-то ценностей, да, у ребенка. Нарушения по данной статье могут быть как самостоятельным основанием для применения наказания, так и дополнительным обстоятельством в связи с совершенным подростком правонарушением. По общему правилу статьи 4.5, да, Кодекса об административных правонарушениях срок давности административного правонарушения сохраняется в течение 2 месяцев, а в случае с судебным решением 3 месяцев.
Административную ответственность родителей несовершеннолетних несут до достижения подросткам 16 лет, да, и частично после. В юрисдикцию Кодекса административных правонарушений входит что? Мелкое хищение, хулиганство, да, хранение и употребление наркотических веществ, но только в небольших, да, дозах, потому что если уже там больше, это уже уголовная статья. Оскорбление, распитие алкогольных напитков, курение. За соответствующие деяния, конечно же, применяются штрафные санкции по статьям данного кодекса, а также в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ. Она предполагает материальное, скажем так, обременение родителей, ну там несущественный, конечно, размер, от 100 до 500 рублей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей. Распространенные проступки, да, и меры наказания по Кодексу административных правонарушений. Это алкогольное или наркотическое опьянение, да, за него возлагают штраф в размере от 1500 до 2000 рублей. Мелкое хулиганство предполагает штраф от 500 до 300 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств правонарушений. Оскорбление предполагает штраф, да, назначение штрафа в пределах 1-5 тысяч рублей. Ну и мелкое хищение. Тут тоже штрафы могут, конечно, быть в очень больших размерах, потому что назначается штраф в размере 5-кратной стоимости имущества, которое было похищено. Так. Оплатить штраф, конечно же, как я уже говорила, придется законным представителям, да, взрослым, если несовершеннолетний не имеет своего заработка. Так, хотелось бы еще остановиться, так как официально, да, у нас легковые автомобили водить разрешено только с 18 лет, несовершеннолетние, конечно же, чаще попадают именно на нарушениях, да, правил дорожного движения во время езды на мотоцикле или ином, да, двухколесном транспорте. В таком случае права, конечно же, можно получить с 16 лет, но это делает автоматически, получается, данного водителя административно ответственным лицом. Здесь важно обратить внимание на то, что согласно части 2 статьи 32.2, да, Кодекса об административных правонарушениях, штраф взыскивается с родителей правонарушителя. И опять же, если он не имеет постоянного заработка или иного источника дохода. Ну, самые распространенные, да, случаи нарушения правил дорожного движения и штрафные санкции, которые предусмотрены Кодексом административных правонарушений. Это непристегнутый ремень безопасности, да, или езда без мотошлема, отсутствие права на управление транспортным средством, который, кстати, предполагает размер штрафа 5, да, от 5 до 30 тысяч рублей. Езда в нетрезвом состоянии, штраф 30 тысяч рублей, превышение скорости от 500 рублей до 5000, ну и проезд, конечно же, на запрещающий сигнал светофора, тоже штраф до 5000 рублей, согласно Кодексу об административных правонарушениях. В отдельных случаях нарушителя могут, конечно же, лишить прав, да, или арестовать его на 15 суток. Родители оплачивают как всю сумму штрафа, так и его часть, если несовершеннолетний самостоятельно не может, получается, внести какую-то некоторую сумму, скажем так. И если ребенок не достиг еще, получается, возраста административной ответственности, то и наказание, соответственно, не последует, да, ввиду отсутствия состава правонарушений. Таким образом, к несовершеннолетним, совершившим административное правонарушение, применяются виды административного наказания в виде штрафа, который предполагает, да, половину минимального размера оплаты труда, публичное извинение перед потерпевшим и самостоятельное устранение ущерба. Здесь также важно отметить, вот я говорила, да, ранее, что
могут быть применены, может быть применен арест, но на самом деле, да, эта норма, она не работает, к несовершеннолетним административный арест не применяется. Перейдем к следующему виду ответственности, это дисциплинарная ответственность. Это нарушение дисциплины, да, что это такое? Это нарушение дисциплины в организации, которая осуществляет образовательную деятельность. Основанием для наступления дисциплинарной ответственности обучающихся является, конечно же, совершение обучающимся дисциплинарного проступка. Дисциплинарный проступок обучающегося понимается как неисполнение или нарушение устава организации, да, которую осуществляет образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях или интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. Понятно, что в этом случае о нарушениях закона речи здесь идти не может. Он нарушает, когда применяется, да, дисциплинарная ответственность, тут разговор всегда идет о нарушении именно локальных каких-то внутренних документов именно в организации, которая осуществляет вот эту образовательную деятельность. Какие виды, да, дисциплинарных взысканий могут быть применены по отношению к несовершеннолетнему? Конечно же, это замечание, выговор, постановка на внутренний профилактический учет, ну и, конечно же, это уже крайняя мера отчисления из школы учащихся, которые достигают возраста 15 лет. Данная мера, конечно, применяется крайне редко, и все-таки руководители образовательных учреждений или родители пытаются ребенка как-то смотивировать, да, и скорректировать его поведение. Следующий вид ответственности – это гражданско-правовая. Когда она возникает? Возникает, когда происходят последствия, да, возникшие на основании гражданского правонарушения. А гражданская ответственность, она всегда носит имущественный и компенсационный характер. Лица, которые ответственны, да, за действия малолетних до 14 лет, они обозначены в статье 1073 и 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации. Законодатель разделил, скажем так, ответственность за действия малолетних до 14 лет и ребят от 14 лет до совершеннолетия. За действия лиц до 14 лет отвечают кто? Родители, попечители и опекуны, работники организаций, да, для детей-сирот, работники образовательных учреждений, сотрудники медицинских учреждений и организации, которые обеспечивают присмотр за ребенком в период надзора. В возрасте от 14 до 18 лет подросток отвечает самостоятельно за неправомерные деяния. Но при отсутствии средств, да, для компенсации нанесенного ущерба обязанность, конечно же, переходит на родителей или опекунов. Совершеннолетние отвечают за свои действия собственным имуществом и личной свободой. Отмечу, что ответственность родителей, конечно, за правонарушение несовершеннолетних детей сохраняется в течение 3 лет после лишения родительских прав. По мнению законодателя, то есть способность совершить неправомерные действия, да, напрямую зависит от ненадлежащего воспитания. До лишения прав отец и мать могли относиться к своим обязанностям халатно, да, и как следствие, получается, у ребенка появилась склонность к асоциальному поведению. Важно отметить, что когда дети находятся в дошкольных, в образовательных, спортивных, да, учреждениях или пребывают в лагере, ответственность за их действия возложена на воспитателей и педагогов этих учреждений. Учреждение, в котором не осуществляется надлежащий присмотр за несовершеннолетними, может быть привлечено к ответственности.
Ну, например, школьник не явился, скажем так, на занятие, и во время прогула он совершил кражу в магазине. При данных обстоятельствах, конечно же, работники сферы образования понесут и должны понести наказание. Нарушением в этой ситуации является то, что педагоги никак не среагировали, да, на отсутствие ученика и не сообщили родителям или в правоохранительные органы. Итак, следующий вопрос, мы с вами перейдем к обсуждению повышения юридической грамотности, да, по данной теме. Вообще, конечно, я хотела остановиться на том, что воспитание и забота о детях, конечно же, это забота и обязанность, да, родителей, опекунов, попечителей, иных законных представителей. Когда малолетний или подросток совершает проступок, наказание неминуемо затронет членов его семьи, которые несут за него, конечно же, первоочередную ответственность. В подавляющем большинстве случаев, да, родители оплачивают, конечно, административные штрафы, так как несовершеннолетние не обладают соответствующими финансовыми возможностями. Современная психологическая, педагогическая литература утверждает, воспитание детей семью не заменит никто, особенно в раннем возрасте. Известный французский историк, поэт и государственный деятель Ламартин сказал: «Учитель разума в школе, учитель души в кругу семьи». Поэтому атмосфера психологической напряженности, частые затяжные конфликтные ситуации, да, в семье сильно действуют на ребенка. И всегда, конечно же, они действуют на него отрицательно. В таком состоянии дети чаще всего и легче всего поддаются внешним влияниям, так как стремятся к разрядке, да, вот этого внутреннего напряжения. Разногласия между родителями, они тесно связаны с развитием у детей склонности, да, вот к этому нежелательному поведению. Источник нравственной и педагогической запущенности детей необходимо искать в тех отношениях, которые прежде всего сложились в его семье. От родителей зависит все практически. Как мир видит подросток, что его волнует, удивляет, трогает, да? Пробуждает сочувствие или презрение, любовь или ненависть. Во время обсуждения с детьми книг, статей или телепередач, которые посвящены, да, каким-либо нравственно-правовым вопросам, родителям необходимо формировать в них чувство долга и ответственности. И, конечно же, задача родителей состоит в предупреждении подростков об опасностях игры с законом. Что бы ни случилось с сыном или дочерью, родители прежде всего должны проанализировать собственные ошибки и недостатки. В этом заключается, конечно же, разумность в отношениях взрослых и детей, которая является основой семейного воспитания. И в заключение, да, своего выступления, конечно, я бы хотела вам дать некоторые советы родителям, попечителям, опекунам или иным законным представителям, да, кто подключился к нашему сегодняшнему вебинару. Разговаривайте всегда со своим ребенком. Если общение не происходит, вы автоматически отдаляетесь друг от друга. Уметь нужно выслушивать, причем внимательно, с пониманием, не перебивая и не настаивая на своем. Рассказывайте детям о себе. Пусть ваши дети знают, что вы готовы поделиться с ними, а не уходите в себя. Будьте рядом. Детям очень важно, чтобы их понимали. Они гордятся, когда знают и чувствуют, да, что двери к вам открыты, и они всегда могут постучаться к вам, да, скажем так, и побыть с вами, и поговорить с вами на какие-то общие темы и интересы, или темы, которые волнуют вашего ребенка. Будьте всегда тверды и последовательны. Не выставляйте условий, которые не можете выполнить сами или не может выполнить ребенок. Ребенок должен всегда знать и чувствовать, что от вас ожидать. Старайтесь все делать вместе, планировать общие интересные дела. Нужно как можно активнее, да, развивать интересы ребенка, чтобы дать ему альтернативу.
Если ему вдруг предстоит, скажем так, сделать выбор, да, где одним из предложенных вариантов будет сигарета, наркотик или предложение совершить противоправное деяние. Общайтесь с его друзьями. Подросток часто ведет себя тем или иным образом, когда он находится под влиянием его окружения. Помните, что ребенок нуждается в вашей поддержке. Помогите ему поверить и в свои силы. Показывайте пример. Алкоголь, табак, медикаменты, их употребление привычно в нашей жизни, да, хотя может вызывать проблемы, например, алкоголизм. Все эти вещества, понятное дело, что они легальны, но то, как вы их употребляете, какое место они занимают в вашей жизни, это является примером для ваших детей. Не запугивайте, они могут перестать вам верить. Не нужно оберегать подростков излишне от семейных проблем, как психологических, даже если произошло какое-то несчастье, да, чья-то болезнь или уход из жизни. Это, наоборот, закаляет душу и делает ее более чуткой. Так и материальных. Это учит находить выход из трудных жизненных ситуаций. Подростку необходимы не только положительные, но и отрицательные эмоции. Для успешного развития ребенка полезно изредка отказывать ему в чем-то, ограничивать его желания, тем самым подготавливая к преодолению подобных ситуаций в будущем. Именно умение справляться с неприятностями помогает подростку сформироваться как личности. Нельзя в пылу нервного возбуждения давать волю своим чувствам, изливая их в оскорбительных эпитетах, типа там бездельник, лодырь, хам, да. Это отталкивает подростка, озлобляет его и еще более затрудняет общение с ним. Разъясните своему сыну или дочери то, что с 14 до 16 лет они несут административную и уголовную ответственность за совершенное правонарушение. Мы привыкли отворачиваться от многих тем, которые нас пугают, оберегая подростков от соблазнов, а себя от неприятных разговоров. Но все-таки лучше заранее рассказать детям о видах преступлений, об ответственности, которая возникает, да, в результате совершения данных правонарушений или преступлений. И даже если они об этом не знают, нужно об этом говорить. Это поможет избежать им в будущем маленьких и больших неприятностей. Лучше просчитывать последствия, да, своих поступков, быть более самостоятельными и не поддаваться на провокации сверстников. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Если у вас есть вопросы, я могу на них ответить, задавайте их в чате. Спасибо вам за внимание. Всего доброго, успехов вам в воспитании, в таком нелегком труде, воспитании и заботе наших детей. Спасибо большое, всего доброго.